Мухиддин Кабири – видный политический деятель, неизменный руководитель партии исламского возрождения Таджикистана, настоящий семьянин, отец 7 детей, 6 сыновей и 1 дочери. Полиглот, свободно владеющий несколькими языками, грамотный и всесторонне образованный человек, умеющий дипломатично обходить острые углы и умело выходить из моментов щепетильных диспутов, держащийся с достоинством и поразительно обаятельный в беседе на любые выбранные темы. Согласитесь, довольно увесистый список достоинств. Здравствуйте, с вами программа «Шаг» и я Мавим Асаби. Сегодняшний наш гость Мухиддин Кабири, но речь не пойдет о политике, и сегодня мы просто узнаем о нем как о человеке, о семьянине и обычном земном представителе нашего общества. Здравствуйте, Мухиддин. Здравствуйте. Первым моим вопросом будет вопрос о языках. Я вот слышала, что вы полиглот. Это правда? Нет, то есть это вы знаете... громко сказано, что я полиглот, хотя разговариваю, выступаю на английском, на арабском, ну, на русском, на таджикском, это уже как бы наши родные языки, а на английском, на арабском всего. А в современном мире говорить на 3-4 языках и считать себя полиглотом, это не так. Я знаю людей, которые выступают хорошо на 5-6 языках, но они ведут себя очень скромно. Сейчас, например, в Швейцарии люди выступают на французском, на немецком, на итальянском. То есть это для современного человека стало нормой, знать минимум 2-3 языка. Да. А вот вопрос такой о семье. Сколько у вас детей? У меня 7 детей, дочка Зайнаб и 6 сыновей. Дочка одна, да? Одна дочка, и когда она родилась, она последняя у меня, я только почувствовал тогда, что я стал по-настоящему отцом. А все остальные ребята, они мои друзья, и мы до сих пор отношения у нас как друзья, близкие друзья, но дочка, она другая немножко. Вот все-таки есть отличия, да, между воспитанием и, ну, как девочек и мальчиков? Да, конечно, большая ответственность. Я уже когда дочка в семье, и ведешь себя поспокойнее, становишься более джентльменом, что ли. И даже супруга это почувствует, что отец или муж стал немножко другим. То есть нежнее как-то, да, все равно ты становишься другим. Влияет другим. все-таки. Конечно. Все-таки отец хочет, чтобы она воспитывалась к самоуважению, в атмосфере самоуважения, когда отец уважает дочку, относится к ней нежно, с уважением, она так и будет воспитываться, и чувство собственного достоинства появляется. Потому что это очень важно. Да, тем более для девочек обычно дети принимают ту модель поведения вот своих родителей и переносят ее как бы в свою жизнь, в будущее, да, вот семейную. И то, что они видят вот перед глазами, пример родителей своих, они, видимо, вот это уже ищут, да, в будущих своих супругах. Я так думаю. Вот еще вопрос такой. Как вообще супруга ваша, да, она относится к частым разъездам, или вы все-таки семью с собой берете, или по работе, ну как? Нет, я не беру семью с собой, к сожалению, хотя у меня очень много поездок. Она уже привыкла, она знает, что у меня деловые поездки, я по долгу службы должен ехать много. Постоянные поездки. И у нас редко было случаи, когда мы ездили вместе. Это в основном когда частные личные поездки, отпуск. Хотя, к сожалению, никогда не удавалось нам вместе всей семьей отдыхать в отпуске. Но в целом она очень терпеливо относится к моим поездкам. Я вот поэтому хотела следующий вопрос задать, но уже вы ответили, что бывают ли такие моменты, что вместе с семьей куда-то удается вам выехать? Вот, если да, то ненадолго. Да. Обычно мы ездим к родителям в родительский дом вместе.
там побываем. Но так, чтобы вместе за границу ездили или куда-то даже внутри страны. Не получается. Это получается. То есть жизнь вот в таком ритме, она все-таки отнимает время у семьи, да, я так понимаю? Ну, сейчас Очень. с учетом вот новых реалий, я Мгм. сейчас больше времени провожу в Стамбуле, семья живет там. Ну, как-то получилось так, что я теперь, Наверстываете да, все. и больше рядом с семьей, не вместе, как бы, находится больше. Так получилось, что в Душанбе, в Таджикистане, у меня было меньше возможностей быть с семьей. Теперь больше Как возможностей. по пословице, все, что не делается, все к лучшему получается. Вот есть такой момент еще. Тоже коротенько так услышала, что вы в свое время когда-то работали в колхозе, и вас не устраивала зарплата маленькая, да? И когда вы пришли с претензией, что почему такая зарплата маленькая, вам сказали, ты в колхозе работаешь, зачем тебе? И это как послужило толчком, стимулом для того, чтобы вырваться куда-то вперед и получить История образование. была Да, вот немножко мне другая. интересно. Речь не шла тогда о маленькой зарплате, когда я сказал нашему бригадиру, теперь покойному, я считаю его своим учителем, Аке Шансуло, что почему я молодой человек, даже после армии получаю там 70 рублей, а мои там, кто работает с нами в бригаде, старики получают там 120 рублей. Ведь основную работу выполняю я, и там несколько молодых людей, которые вместе с нами, хотя бы не должны получать поровну. Он сказал, что ты плохо считаешь. Я сказал, что я закончил экономический факультет, техник, я знаю норматив и сколько я должен получать. Но он просто сказал, что, Мухиддин, если бы ты был хорошим, грамотным экономистом, работал экономистом, а не колхозе, работал просто обычным колхозником. Кстати, я тогда работал в колхозе не просто, а просто отец сказал, что я должен быть в колхозе, одновременно должен помочь семье, поскольку старшие братья уже были, кто-то учился, кто-то был, работал в других местах. И вот это немножко так, это стало действительно стимулом для меня. Вот я закончил экономическое отделение, и меня считают, что я не очень грамотный экономист. Как раз в то время было время подачи документов на вузы. Я в тот же день взял свои документы и приехал в Душанбе и выбрал самый сложный факультет, самый труднодоступный факультет восточных языков. Там был тогда юридический факультет и востоковедение. Это уже второе образование, да? Нет, это первое образование, но после техникума. Первое образование у меня техникум. И я поступил, как ни странно, сдал все экзамены, и там принимали в группу 25 абитуриентов по мандату. Я оказался 24-м. То есть еле поступил. Ну, я действительно благодарен Аке Шансуло. Потом, кстати, я ему такой подарил костюм, купил, сказал, что вот благодаря вас. На путь правильный нас направил, если да? бы не вы, не сказали эти слова, я бы, наверное, остался в кишлаке. То есть до конца его жизни покойный был очень хорошим человеком, мы оставались как бы друзьями, всегда вспоминали эту историю. Вот я вот ее тоже услышала. Наверное, Буквально, да, вот на днях. Да. Вот. А почему именно институт языковедения, востоковедения? Почему именно это направление? Не знаю, у меня всегда была тяга к Востоку, к исламу, к религии. Моя семья, я воспитывался в религиозной семье. Тогда факультет восточных языков, наверное, был единственное место, где можно было как-то изучать ислам официально. То есть я получал первоначальное образование у отца, у старшего брата, но хотел так получить высшее образование официально. Именно вот в этом направлении, Да, да? арабское, у меня была тяга к арабскому языку. Я поступил в арабское отделение и не сожалел, потому что потом был Йемен, университет Сана, где я проходил стажировку 2 года, почти 2 года. Поступил много арабских государств, и это дало мне очень многое. Знак Восток, арабский мир. Хотя потом так получилось, что я больше ездил по европейским западным государствам, учился в России, но все-таки
Я думаю, что я выбрал. Судьба вот определила так, что я попал в то место, где я всегда чувствовал себя хорошо. Это удивительное сплетение, вот и религия идет, и вот светскость в вас, да, вот этот сплав такой интересный, он знаете, я не знаю, наверное, это... Не, оно притягивает вообще. Ну, наверное, то, что я воспитывался в религиозной семье, чисто консервативной, таджикской семье. Я учился. Я советский гражданин, служил в армии, учился в Москве, в университете еще при Советском Союзе. Потом в арабских государствах, в Европе, в разных университетах я проходил там программы. Наверное, все это как-то повлияло на то, что я сейчас есть. Я пришел к такому выводу, что делить таджика и мусульманина на жизнь мусульманина на светскую, на религиозную часть невозможно. Это образ жизни. Это в других религиях, наверное, человек, он выбирает или светскую, или религиозную жизнь. Если он стал монахом, то это уже на всю жизнь. Я почему этот вопрос он задаю, потому что мирскую жизнь, уходит в монашество. Или наоборот, он выбирает светскую мирную жизнь и оставляет религиозную жизнь. Да, он приходит в церковь по воскресеньям, какие-то ритуалы совершает, но он ведет чисто светскую жизнь. А мы-то мусульмане, у нас по-другому все. Мы можем в течение одного дня ходить на поминках, на какие-то религиозные мероприятия, 5 раз молиться, ходить в мечеть, но в то же время оставаться светским человеком. То есть делить нашу жизнь на светскую и на религиозную очень сложно. Да и невозможно, и не надо. Нет, я просто именно в вашем лице увидела вот такой вариант, потому что всегда было разделение, но вот именно в вашем лице увидела первый раз такое смешение, даже не смешение, а вместе единение. Вообще это интересно. Это вот в Турции то же самое. Да. Такой же... Знаете, иногда меня спрашивают, кто я, кем я чувствую себя больше, скажем, религиозным деятелем, мусульманином или таджиком, прежде всего, светским человеком, демократом, либералом или там националистом. Я никогда над этими вопросами не задумывался, и для меня все это естественно. Наверное, есть люди, которые думают, что да, прежде всего я считаю, что я демократ, например, он позиционирует себя как демократ или как мусульманин, а потом таджик, или наоборот, сначала таджик, потом мусульманин. Для меня эти вопросы никогда не возникали. Тоже опять-таки мне рассказали, что вы животных любите. На каких именно? Собак. Да? Вы занимались или были... Нет, подождите, не студенческие годы даже, а армейские годы вы тренировали, да, собак. Кинолог называется же, да, это все. Собаковод, дрессировщик, кинолог, по-разному. Это вот, правда, что у вас дружба такая тесная с собаками? Для политики это такое большое наказание, заставить его не говорить о политике. Нет, я буду вас прерывать жестко. Хорошо. Да, я в армейские годы служил в подразделении, где мы занимались собаками. Кстати, я всю жизнь у нас было в селе, в Кишлаке, жили собаки. То есть всегда у нас дома были иногда одна собака, иногда несколько. И кошек было у нас очень много. Моя мама покойная, она любила, выращивала, воспитывала этих кошек, потом раздала всем родственникам. Потомство отобрала у них, если там хорошее потомство кошек. То есть до сих пор у нас дома и собака, и кошка. То есть это у нас с детства. Но почему именно я выбрал в армию кинологом? Это чисто случайно, когда меня определили. Сначала сказал, что ты будешь водителем. То есть вас все-таки определили кинологом, нет, да? Сначала водителем. Я стоял в очереди с другими солдатами, которые проходили собеседование. И смотрю, рядом кабинет, другой кабинет, тоже стоят солдаты. А вы на кого? Он сказал, что на собаковода, на дрессировщика. Я немного подумал. Ведь нас определили не по фамилии, сказали, что вот, ребята, вы будете стоять здесь в очереди. Это же армия, а вы там.
я перешел в другой. То есть была возможность все-таки Да, перекинуться, была возможность, да? да, я перешел. Просто стоял рядом в другом очереди. И единственный вопрос, который мне задали офицеры, почему решил Я стать тоже задаю этот вопрос. психологом, Почему? потому что у меня дома был мюльбарс, Ага. красивая, хорошая собака. И у меня есть опыт работы с собакой. И они тоже меня записали в курс собаководов. Таким образом, я 2 года провел с собаками. И потом я действительно полюбил, скажем, собак, потому что они более честные, более, скажем, верные, чем многие люди. И Это вообще-то да, я люблю есть. животных, вот, чтобы сказать, чего больше. Иногда часами провожу, когда смотрю передачи о мире животных. И очень интересно, когда увидишь жизнь животных и сопоставляешь с людьми, только тогда можно делать какие-то уже выводы о людях, о жизни Вот вообще. я и хочу сказать, почему я вопрос задала о животных. Обычно по отношению к животным человека ты определяешь его характер. То есть это надо быть добрым, открытым душой. Не каждый находит общий язык с животными. А почему это получается? Люди, они уходят именно вот когда общаются с животными, там, с теми же лошадьми еще, с собаками, да, они как бы отдушину находят и уходят от проблем каких-то именно в общении. Как говорят же, я лучше с животными буду общаться, чем с людьми, настолько люди надоедают, да? То есть характеристика вот такая. Вот все-таки я один вопрос о политике задам, но это не политика, конечно, политика, вообще работа такая в этой сфере, она не убивает в человеке. Тот, кто все-таки в ней полностью в нее окунается, работает, да, он черствеет же все-таки как-то внутренне, душевно, духовно он черствеет. И уже воспринимает окружающий мир, он немножко циничнее, да. Не убивает ли вот такая работа потихоньку, по капле, вот внутреннее, душевное, духовное начало ваше? Бывает. То Я есть сразу вам вы это скажу, что я чувствуете, это да? чувствую. Знаете, я человек, который долгое время занимается, скажем, он мастер, он просто чистит обувь, он смотрит на людей, как на своего очередного клиента, он больше смотрит на обувь людей, которые проходят по улице, не на лице, а на обувь, потому что Профессионально. профессиональное Взгляд, качество. да. Когда человек долго занимается политикой, он, скажем, депутат, на людей он смотрит чисто как с точки зрения избирательной системы. Избиратели. Люди для него просто электорат, избиратель. Когда он долго сидит в министерском кресле, все для него, не знаю, там посетители, граждане, которые обращаются к нему, он начальник. То есть президент или любой политик, он постепенно превращается в того же сапожника, который, Узкий какой-то, да, вот да, взгляд и узкий замыленное взгляд. все уже получается. И не знаю, надо... Почему вот раньше политики, ну тогда кто был политиком? Наверное, визир, шах, падишах или эмир. Они устраивали вечеринки, пригласили поэтов, скажем, Ходжа Насреддина, или кто мог бы шутить над ними, читать какие-то Придворные стихи. шуты и те, которые могли их критиковать именно с их Критиковать, разрешения. да, с их разрешений, они позволяли им критиковать их, читать стихи. Они организовали, скажем, чтение, литературу, иногда организовали какие-то даже дискуссии между философами. Таким образом, они воспитывали себя, чтобы они оставались нормальными людьми, но они были слушателями, они не вмешивались. И вы правы, что вот, политика, но хотим того или нет, сделать из нас других людей. Поэтому не зря современная политическая мысль пришла к такому выводу, что человек 2 раза был на одной и той же должности, надо дать ему возможность отдыхать хотя бы 1 срок. Да, потом он может вернуться к этой должности еще раз, если захочет, но у него должен быть обязательный период.
А вот какой вид отдыха вы вообще предпочитаете из... Ну, я могу предложить, допустим, там в одиночестве почитать книгу или куда-то на природу, уединиться где-то. Какой для вас самый приемлемый вид отдыха, вот, чтобы именно отрешиться от всего? Я иногда выбираю одиночество и быть в природе. Или выбираю себя приятного, хорошего собеседника. Это для меня тоже отдых. Беседовать на какую-то тему, но чтобы человек, он был... То есть у вас есть в этом необходимость все-таки, Да, да? все, да, конечно. Я чувствую, что нуждаюсь в беседе. Но больше всего я выбираю одиночество и природу. А у меня природа, любая природа, она красивая по-своему. Вот, есть люди, которые больше любят гор, или лес, или там Ну, я поэтому и спросила, да, море. что Да. именно вас Для успокаивает? меня, знаете, я стараюсь находить красоту и в пустыне, и в горах, и в море, и иногда даже, скажем, место, которое на первый взгляд выглядит не очень красиво, но если человек захочет, он найдет там красоту и может, Душевное равновесие да, и какое-то, ну, получить от равновесие этого можно. удовольствие. Но главное здесь для меня уединение, быть самим собой, с природой. Это помогает. И спорт, конечно. Я вот пришел к такому выводу, что самые правильные мои решения, скажем так, пришли мне в голову, когда я занимался спортом. Вы до сих пор занимаетесь? Да, я по мере возможности бегаю, иногда занимаюсь В спортом. форме поддерживаете, да, себя? Ну, это, Стараетесь? да, стараюсь. Хотя вот эти поездки, частые поездки, они Да, всегда сами все мешают, выматывает, да, все. потому что в гостиницах или в аэропортах нет такой возможности. Но вот спорт мне помогает лучше думать. Наверное, это от того, что больше кислорода и кровь поступает в мозг, и человек э, хорошо и правильно думает в это время. Но я никогда не принимаю решения, когда я нахожусь на заседаниях. Никогда я не принимал решений во время заседания, после заседания, в присутствии людей. Потому что ты принимаешь решение или под влиянием присутствующих, или под влиянием тех разговоров, которые был на этом заседании, или то, что слышал от людей. Поэтому решение надо принимать, когда ты один, сам с собой, и никто на тебя не влияет. То есть какая-то зона все равно должна быть отдельная, да, вот я имею в виду от решения, где ты вот просто уединяешься и сам уже вот эта вот свежесть какая-то приходит, да, Да, получается. именно. Что для вас самое важное в жизни? К чему вы вообще, как расставляете приоритеты? Ну, допустим, семья, карьера, там, духовный рост какой-то, вот, религия. Что для вас приоритетнее и вот самое важное? Вы можете сами расставить это как вам угодно. Вы знаете, для меня самое важное в жизни человека – это оставаться человеком. Это вообще самая основная задача человека. От нас больше ничего не требуется. Да, каждый из нас, кто-то политик, кто-то инженер, кто-то хороший отец или хороший сын. Но главная задача человека – оставаться человеком в любом случае, при любых случаях. Иногда, даже когда мы совершаем ошибки или преступления, даже в таких случаях надо оставаться, постараться, по крайней мере, оставаться человеком. Это очень важно. А все остальное, карьера, семьи или, не знаю, духовный рост, это важная часть нашей жизни. Но если во главе ставить человечность, то тогда и у вас получится все в семейной жизни и в карьере. Даже если в карьере ничего не получится, это не страшно. Ведь карьера, да, рано или поздно карьера она уже уходит.
Но духовный рост – это другое. Я считаю, что человек должен всегда заниматься над собой и должен расти до последнего момента. Не зря пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что человек должен учиться с колыбели до гроба. То есть у тебя есть возможность учиться все время. Так что для меня вот оставаться человеком всегда при любых обстоятельствах самое главное смысл жизни. Часто задачей журналиста становится неизменно показать политический вес политика или его становление, падение или победу, ошибки или поражения. Но как же редко мы пытаемся заглянуть в их личный мир, порой наполненный интересным и незнакомым, открывающих их с другой стороны, любящих одиночество и природу, обожающих животных и любящих проводить время с детьми, заботливых и просто смертельно уставших. Особенно поражает отрешенность и смирение, с которыми они принимают любые события как данность, которую сложно избежать. Сила воли и внешнее спокойствие при этом поражают. Именно таким довелось мне увидеть Мухиддина Кабири, спокойным и уравновешенным, несмотря ни на что.